Здравствуйте, уважаемые телезрители. Как всегда, в эфире программа «Саясат Касаяхат». Мы говорим о внешней политике и международных отношениях. Сегодня у нас очень интересная, актуальная тема. Мы будем говорить о возможном вступлении Ирана в ЕАЭС. Буквально месяц назад председатель парламента Ирана объявил о том, что после поездки в Москву, что через 2 недели Иран вступит в ЕАЭС. Прошло уже 4 недели, каких-то особых подвижек нету, но сама информация поступившая, она говорит о многом. И мы хотели бы обсудить возможное вступление Ирана в ЕАЭС и какие это будет иметь геополитические последствия для региона Центральной Азии, Кавказа и Южной Азии. Для обсуждения этой темы мы пригласили известных в Казахстане экспертов Аскара Бишимова. Здравствуйте. Добрый день. Виктора Савина. Здравствуйте. Добрый день. Давайте начнем, Аскар Жушебек, с вас. Первая тема, все-таки, почему возникла вообще эта идея Иран, ЕАЭС? Понятно, что иранская сторона хочет как бы пиар сделать, да? Другие отрицают. Ваше мнение, почему такой повод был информационный? Вообще, зачем выступление было сделано такое? Заявление спикера парламента Ирана, все-таки она носит официальный характер. И действительно, этот процесс переговоров, насколько знаем, и по сайту коллеги Евразийского экономического сообщества, этот процесс вхождения Ирана в членство ЕАЭС, он идет. Но на каком фоне это происходит? Не секрет, что каждая страна стремится расширить свои рынки сбыта. Это первое. Второе, решить вопросы логистики, то есть выходы к портам и для реализации своей продукции на международном рынке. И в этой части это первое. Второе, конечно, это, безусловно, Иран находится под санкциями Запада, поэтому в торговле он ограничен как с коллективным Западом, так и с другими многими странами, которые присоединились к этим санкциям ООН. Второе, Россия находится в санкционном таком противостоянии с коллективным Западом. И, соответственно, как раз речь сегодня идет об интересах России, прежде всего, и Ирана. Россия получает свой доступ к портам Ирана. Кроме того, Иран — это очень большое государство, достаточно большое, с достаточно большим рынком сбыта. А в свою очередь Иран ищет свои пути на евразийское пространство. И третье, конечно, это политическая составляющая. Стремительно мир меняется, стремительно противостояние нарастает. И, как многие эксперты говорили, что ЕАЭС, он также имеет большую долю политического образования. Как раз это уже поиск новых союзников. Конечно, это еще есть и, как вы знаете, ядерная программа. Членство ЕАЭС, думаю, в некоторой мере облегчит и эти условия. Поэтому на сегодня, получается, это взаимовыгодное. В вопросах это обсуждение, насколько это выгодно другим членам ЕАЭС, это уже надо будет необходимо смотреть то соглашение, которого мы еще сегодня не видели, на каких условиях вступает. Просто хочу напомнить, что ЕАЭС, любое другое членство предполагает проведение переговоров со всеми государствами. 5, да, в данном случае? Да, с 5, и необходимо получить согласие всех 5 государств. Как будут проведены двусторонние переговоры, конечно, это будет в первую очередь зависеть от тех условий, которых будут определены с российской стороны, и уже наших соседей Казахстан. И в этой части, конечно, будет, какую позицию займет Кыргызстан, я думаю, мы в дальнейшем сейчас и обсудим. Просто, когда такая информация поступила, казахские СМИ, белорусские активно отреагировали, российские не реагировали, они сказали, что вообще, в принципе, это для них еще новая интерация. Мягко говоря, шок был. И второе, это то, что некоторые эксперты российские, они говорят, только в 19 декабря 2020 года Узбекистан стал наблюдательным членом, да, ЕАЭС, и вступление Ирана в ЕАЭС, он изменит всю геополитику, и говорит, все это поменяется, менталитеты не совпадают, у них очень огромное количество мигрантов, как это будет все реагировать. Белорусская сторона сказала, что у них есть свои интересы, и пока они эту информацией не обладают. Вообще это о чем говорит? Это говорит в первую очередь, что во главу угла расширения ЕАЭС поставлена политика. Политические процессы, я говорю, в рамках этого противостояния. И, соответственно, заявление спикера парламента, хотя это в области, как сказать, возможности, мы слышали, было заявление раньше спикера госпожи Матвиенко,
спикера Госдумы. Включение Узбекистана, О да? включении Узбекистана. Хотя Узбекистан тогда промолчал. И вот это первое начало переговоров. Это первые шаги, которые сделал Иран вместе с Россией. Насколько это дальше пойдет процесс, это будет зависеть и от позиций всех остальных членов этого союза. Конечно, на сегодня это в большей мере идет политический процесс. Мгм. Спасибо. Виктор Евгеньевич, вам вопрос. Вот ваша позиция, вот вступление Ирана в ЕАЭС, чем обусловлено? Ну, понятно, что он хочет, он пиар-компании проводит, да? Но есть и другие члены, да? И вот ваше мнение, если Иран вступит, что дальше будет происходить? Как это отразится на ЕАЭС? Ну, хотелось бы для начала сказать, что вступление в такой крупный союз – это время не одного дня. И, как заявил спикер парламента, что вот мы уже вступаем, это, конечно же, скорее всего, он выдает желаемое за действительное, потому что Иран сейчас находится под серьезными санкциями. И эти санкции начались не вчера, а достаточно давно. И необходимо отметить, что тут больше идет заявление политического характера, потому что Иран, он находится в постоянном конфронтации с Соединенными Штатами Америки. В общем-то, можно даже сказать, что при администрации Дональда Трампа та ядерная сделка, которая была заключена администрацией Обамы, была аннулирована. Большая часть валютных резервов, находящиеся на счетах в Соединенных Штатах Америки, иранских, были заморожены. И Ирану важно получить не сколько экономическую поддержку, сколько политическую поддержку. Политическую поддержку все-таки ЕАЭС – это достаточно серьезное образование, и финансово, и экономически, и самое главное, ЕАЭС с точки зрения военно-политической мощи обладает одной из, ну так скажем, сильнейших армий на планете, плюс ядерное оружие никто со счетов не скидывает. Здесь еще хочется сказать, дать краткую характеристику экономики Ирана. Экономика Ирана на сегодняшний день ее нельзя назвать индустриальной, в том плане, в котором мы это понимаем. Валовый внутренний продукт составляет порядка 450 миллиардов долларов. И если так удельно на душу населения привести данные, то порядка 6-6,5 тысяч долларов на душу населения. Это на самом деле немного. Если привести, ну, допустим, взять для примера Кыргызстан, у нас за 2019 год 1300 долларов на душу населения. Это еще меньше. Но с точки зрения сравнения с такими государствами, как Армения и Беларусь, то, в общем-то, Иран по вот этим параметрам приблизительно с ним схож по ВВП на душу населения. Даже с Арменией? Армения 4800. 4, ну, близко, да, к этому? Беларусь 6,5. Казахстан около 11, около 10, Россия больше 11. Но с точки зрения менталитета, мы же все-таки в ЕАЭС имеем общее прошлое, определенные... И, кстати, советское прошлое, ментальное, историческое, да, языковое даже. Да. Они живут несколько по иным законам, их уклад жизни несколько иной. Поэтому говорить о том, что этот процесс будет легким, даже взять для примера Кыргызстан, когда мы вступление в ЕАЭС, при всем нашем общем прошлом, заняло у Кыргызстана небольшой экономики, которая занимает очень небольшой удельный вес, заняло 4 года, и Иран со своим 83, даже по последним данным, более чуть миллионов населения, это вряд ли такой быстрый процесс. Они не уложатся, это однозначно желаемое за действительное. Тогда такой вам вопрос еще. Вот часть экспертов говорят о том, что вот то, что вы сказали, менталитеты не совпадает. Огромное количество мигрантов, да, если они становятся членами ЕС, мы открываем общий рынок, да, они только подписали недавно временное соглашение о свободной торговле, и то там есть проблемы. Но часть российских экспертов, экономистов, они говорят, нечем торговать с Ираном.
Вот страны ЕАЭС, индустриальную продукцию, мы же можем представить, до 8 тысяч товарных позиций продавать. Ирану, кроме, говорит, нефтепродуктов, там, продукции сельского хозяйства, нечего продавать на наших рынках, говорит, потому что, говорит, в принципе, для ЕАЭС это будет выгодно, это выход на Персидский залив, туда, дальше, там, у нас же до Бангладеш, выход на океаны, вот это порт Чахабар, там как бы понятно, говорит, а Ирану-то, говорит, что, говорит, приедут мигранты, говорит, понятно, что они как бы будут выдвигать, да, выталкивать, потому что у них есть большие проблемы с трудоустройством, но как это будет, говорит, как вот то, что вы сказали, культура, вот у меня отсюда мнение, есть действительно Ирану что-то торговать, чтобы продавать на рынках ЕАЭС? Вы знаете, я очень много смотрел статистических сборников, чем торгует Иран с ЕАЭС, и не более 3% всего внешнеторгового оборота приходится с Ираном. Очень мало. И основная позиция — это, вы правы, продукция сельского хозяйства, там, огурцы, каучук. Финики, да? Вот. В данном случае, конечно, невыгодно, но тут могут идти далеко идущие планы. Дело в том, что они очень находятся под санкциями. И основной экспортный продукт Ирана — это нефть, нефтепродукты. И уже достаточно много было случаев, когда Соединенные Штаты, которые наложили эти санкции, останавливали танкеры, конфисковали эту нефть и так далее. А если эта нефть будет идти через третьи страны, то уже речь идет об серьезном экспортном потенциале страны. Так же, как Беларусь торгует же российской нефтью, выдавая... Есть же Россия, есть Казахстан, у которых нефти достаточно и газа. Да. Смысл тогда покупать иранскую? Тяжелая нефть, очень трудно ее вырабатывать. В странах Персидского залива, наоборот, считается добыча нефти более дешевая, чем в российских полярных регионах, потому что, естественно, затраты выше. Это во-первых. Но еще хотелось бы сказать по поводу мигрантов. Иран дает официальные данные о 10% безработицы. Но по факту считается, что очень большая доля населения находится за чертой бедности. Естественно, с работой там проблема. Конечно же, многие, опять же, молодые люди захотят попытать счастье в странах ЕАЭС, найти работу. Насколько они квалифицированы, насколько они приспособлены к индустриальному труду, вот тут возникает большой вопрос. Языковой барьер, это тоже нельзя скидывать со счетов. Но это серьезный фактор, да, и ментальность другая. Да, и ментальность другая. Да, и нельзя скидывать со счетов в том, что Иран исповедует шиитский толк, да, ислама, а, например, страны, в основном ислам у нас суннитского толка. Это тоже может повлечь за собой какие-то последствия. Так что с точки зрения чистой экономики, выгоды от вступления Ирана, такой на поверхности не лежит. Есть еще какие-то проекты энергетические от России через Азербайджан в Иран, экспорт электроэнергии и дальше в арабские страны. Но опять же, цифры большие, но выгода для всего ЕС невелика. А порт Чахабар? Портов, в принципе, у ЕС достаточно. Причем, если сказать так, есть выходы ко всем морям, которые, в принципе, существуют. Если и, пожалуйста, Дальний Восток, и Севморпуть, и Средиземное море, и Балтика. Поэтому особых таких выгод я не вижу. Просто я почему говорю, выход на порт Чахабар, это примерно 200 километров на Сейшелы, Мальдивы, там, на Пальм-Джумейра, Объединенные Эмираты, там выгодно в этом смысле. И эксперты говорят, туризм развивать, там у них 1500 километров пляжей неосвоенных. Это направление как с точки зрения экономики будет развиваться туристическое? В данный момент сейчас говорить о туризме вообще. Мы видим, да, что ковид-паспорта, вирус не уходит, туризм сейчас вообще, так скажем, потерял свою актуальность. В максимум это ковидные отели. Поэтому сейчас никто в ближайшие год, два, три инвестировать, например,
в туристическую отрасль, мне кажется, не Вот собирается. тем более в Иране, да? Тем более в Иране. Спасибо. Аскар Жужубекович, вот часть экспертов говорит о том, что Иран затеял вот эту пиар-кампанию только для одной цели. Приход новой администрации в США Джозефа Байдена, они как бы дают сигнал США о том, что давайте договариваться, будем обсуждать, и поэтому они вот эту идею CIS, вот это все как бы затеяли, везде обсуждается и так далее. На самом деле у них нет такого желания. Вы с этим согласны или нет? Где-то согласен, где-то нет, но то, что это большая игра международной политики, это бесспорно, это понятно. Понятно стремление Ирана выйти из изоляции. И понятно для выхода из изоляции опираться на уровень сотрудничества с Россией. И путем договоренности с Россией выйти на рынок ЕАЭС. В самом деле, что это означает на практике? В Иране на сегодняшний день это, вот мы говорим, нефтепродукты. Кроме этого, на базе этих нефтепродуктов у них на сегодняшний день мощная химическая промышленность. И достаточно высокий уровень сельхозпроизводства. Но в ЕАЭС, как мы знаем с вами, мы говорим о 4 степенях свободы. Это свобода передвижения капитала, товаров и услуг, и рынка труда. Кроме рынка труда, то есть капиталы, товары и услуги, они находятся под санкциями ООН. Поэтому это идет международная игра в той части, что вступление в ЕАЭС здесь уже теоретически повлечет вопрос о необходимости введения санкций в отношении ЕАЭС. Ну, российская сторона это не просчитывает разве? Нет, просчитывает, поэтому это идет международная игра. Санкции в отношении ООН были инициированы США, но Россия является членом Совбеза, и она согласилась с этими санкциями. Она не наложила вето. В том числе и Кыргызстан также проголосовал. В том числе у нас есть договоренности в рамках ФАТФ-40, борьбы с терроризмом. Кроме этого, мы должны учитывать, что на территории Ирана официально на уровне государственной политики существуют религиозные течения, которые запрещены. Запрещены во многих странах, в том числе в некоторых ЕАЭС. И как совместить несовместимое и какие эти будут последствия, поэтому это нам надо будет вот в области политики смотреть. А сейчас. В чем тогда большой замысел-то иранцев? Вот тогда вот давайте как бы откроем карты, смысл, если они... Мое мнение, это находится в поле блефа и в поле возможности договориться о некоторых послаблениях санкций с Западом, что у нас есть альтернатива, мы можем вступить в ЕАЭС, и ЕАЭС пока официально еще не заявила что, о готовности принять Иран в свои ряды вместе с той большой международной проблемой санкций. Вы помните историю, что лет 5-6 назад, когда иранские бизнесмены путем скупки некоторых долей купили у нас банк? Ну да, был скандал. И когда они получили контрольный пакет акций, тогда автоматически заработали обязательства Кыргызстана в рамках ФАТФ-40 и санкций ООН. Банк закрыли. Был скандал, банк закрыли. Но вступая в ЕАЭС, теоретически, свобода передвижения капитала. Как? Как тогда быть, если у нас в Кыргызстане будет открываться представительство банков Ирана, в России, в Казахстане? Мы также в рамках ООН голосовали против этого. Тем более система SWIFT в Иране отключена, да? Да. И, соответственно, все это связано, как вы знаете, там, с 3 вещами, одной из которых вот разработка ядерного оружия. И между мирным и военным атомом вот в этой линейке измерения. Соответственно, это и политика. Правильно, я согласен со своим коллегой, что это процесс долгий, что идут на эту тему будут и политические спекуляции, и на международной арене и блеф и так далее будет звучать. Но мы все-таки должны дождаться ответного хоть заявления или комментария со стороны России. Так о чем все-таки договорились?
Ну, реакции не было, да. Да. Как бы российская О чем сторона сказала, все-таки? да, мы разговаривали, Да, но не о более чем того. они разговаривали? И коль скоро, если мы хотя бы на бумаге, хотя бы в уставных документах ЕАЭС говорим о равности отношений, я думаю, в рамках ЕАЭС в ближайшее время этот вопрос должен будет обсуждаться между другими государствами, чтобы провентилировать предварительные позиции. Понятно, что Россия — ядро интеграции. Но в какой мере Россия готова считаться с другими членами ЕАЭС, это покажет в ближайшее время. Спасибо. Виктор Евгеньевич, такой вам вопрос. Вот Иран, вступая в ЕС рамки, есть эксперты, которые четко говорят о том, что все-таки Ирану, вот, есть специальная система, определяющая качество товаров, да, ну, 93% товаров, которые производятся в Иране, не соответствуют элементарным как бы, международным требованиям. Это связано с тем, что у них устаревшее оборудование, там возможно, ну и так далее. И конкурентоспособность довольно низкая. И отсюда такой вопрос. Вот есть требования ЕС, да, там, маркировки товаров, упаковки, ну, ко всей содержание, да, вот, насколько быстро это будет проводиться? Это все-таки мы сейчас, да, вот только сертификацию, маркировку, деньги, долгий процесс, да, там, другие страны где-то опережают, да, там, логистические центры. Вот как с этой точки зрения, если гипотетически представим, что Иран начнет, какие должны быть первые шаги в этом направлении? О, это, конечно, вопрос долгий и сложный с точки зрения вообще формирования вот такого общего рынка товаров и услуг, потому что, опять же, говоря о странах ЕС, об общем нашем прошлом, опять же, о наших общих прошлых стандартах, все мы знаем ГОСТ, он также остался, их технические условия, они в любом случае соблюдались, они формировались, причем десятилетиями, да, еще с каких времен. Иран, он живет по своим каким-то определенным принципам, причем исходя из того, что он находится долгое время под санкциями, конечно, производство многих товаров и услуг, оно упрощалось в плане какие-то товары, сырье, материалы, они заменялись на более дешевые или, на, так скажем, на доступные. И мне кажется, что вот этот вопрос, который вы задали, быстрым тоже быть не может. Это понятно. Потому что, опять же, вот обратите внимание, допустим, Кыргызстан. У нас построены лаборатории, у нас построены в рамках ЕАЭС, да, различные центры сертификации продукции, но периодически, опять же, в прессе мы видим, что Россия или Казахстан не пропустили какую-то сельхозпродукцию или, там, допустим, сухофрукты по каким-либо причинам. Несоответствие там, ГОСТам, опять же, содержанием чего-то, каких-то веществ, зараженных какими-то, может быть, не знаю, Вредителями, да? Да, вредителями, палочками, паразитами. Причем это не смертельно, и, допустим, с точки зрения технических условий это может соответствовать. Но в рамках ЕАЭС это не соответствует, не пропускает. Говоря об Иране, то тогда сразу накладывается очень большой, так скажем, запрет на ввоз этих товаров моментально. Потому что Иран большой. мы сказали, 3 миллиона человек, соответственно, достаточно много производств. Как правило, это кустарного характера производства. Им будет невыгодно вести товары и услуги в ЕАЭС, потому что их не пропустят. Но в то же время завозить товары из ЕАЭС они будут лишать работы своих товаропроизводителей. Если посмотреть, что они закупают в ЕАЭС, товарную структуру, на первом месте стоит зерно. То есть, опять же, они также закупают сырье для производства. Про это хлеб, про хлебобулочные изделия. Продовольствие. Да? Таким образом, об этом, мне кажется, даже не придется говорить, потому что этот процесс очень долгий. Тут надо больше перевести этот вопрос в политическую плоскость. Я вот тоже согласен с этим, потому что сейчас администрация Байдена, они хотят, по крайней мере, некоторые представители или около представителей, они заявляют о том, что мы бы хотели вернуться к ядерной сделке, Европа поддерживает, Россия на своих позициях также. И я согласен с мнением, которое здесь прозвучало, что это
более политический торг, чем конкретные шаги по вступлению этой страны в да. ЕС. Спасибо. Ну просто я почему задал такой вопрос? Ну, страна Иран, мы знаем, она все-таки такая тоталитарная страна, да? И если она идет в ЕС, ну, гипотетически, есть техрегламенты, есть стандарты, она как бы берет и говорит, ну хорошо, нам нужен рынок, и они как бы жестко это вводят, там, ну, как бы по китайской модели делают. То есть это тоже невозможно получается, да? Как бы в реальной жизни, потому что трудно, да, добиться этих стандартов. Нет, ну не только это. Вы учтите, допустим, это да, у нас в ЕАЭС действуют какие-то техрегламенты, нормы санитарного, фитосанитарного, эпидемиологические какие-то. А в Иране действует иранский халал-стандарт. И в соответствии с этими законами наши производители, которые будут туда поставлять, они должны будут соответствовать этим стандартам. Но мы же их принимаем в ЕС, мы ставим свои условия, говорим, да, вот, пожалуйста. Вот. Это переговорный процесс, и на каких условиях, хотя действительно с каждым днем вот, более, фактически это нереально. Вступление Ирана, это действительно в поле таких политических торгов. Мечтаний, да, гипотетических, да, каких-то. Ну, это на фоне заявления о желании. Желаемое за действительное мы можем сказать? Нет, желаем за действительно еще до этого тоже далеко. Далеко, да, потому что с каждой страной будет вестись, и там множество подводных Есть такое камней. слово, знаете, да, хотелки, да? Да. Вот это как раз в политическом поле. Ну, я уже думаю, в ближайшее время в ЕАЭС будет обсуждаться. По крайней мере, я думаю, на уровне комитета в ООН тоже пройдут консультации. Чтобы согласовать, да? Нет, о возможных последствиях, как это будет, если это действительно начнет процесс в реалии входить, да, понятно, долгое время, но тем не менее это добавит еще одну точку разлома между Западом и Россией. Ну и другими, да, странами? И, естественно, со странами ЕАЭС. Сейчас теперь уже вот эти санкционные противостояния между ними начинают вот потихоньку идти уже в сторону союзников. Вот как раз это в рамках этого процесса можно и рассматривать. Там же есть первичные, вторичные санкции, там такая персональная, там такая страшная вещь. Тогда у меня вот такой вопрос еще возникает. Да? Вот мы все-таки в ЕАЭС уже 5 лет, да? Кыргызстан, 5 стран, вот вы разные даете данные. Локомотив, драйвер, это все-таки Российская Федерация, да? На нее приходится там большая часть экономического потенциала, и, ну, всего, да, как бы она держит Белоруссия, потом Казахстан, Армения и потом мы. Отсюда такой вопрос у него, да, вот сейчас последний вот год особенно идет жесткая критика ЕАЭС, структуры ЕАЭС, потому что буквально недавно, когда мы вступали в ЕС, я был на одном из мероприятий, и транспорт Кыргызстана, они говорят, просто чтобы пожаловаться, да, вот когда границы Казахстана не могли, они просто пожаловаться ЕАЭС, они неделю только заявление подавали, это не рассмотрение заявления, только жалобу. Сейчас, может быть, уменьшилась вот эта бюрократия, но и в Казахстане сейчас много говорят о том, что ЕАЭС, это некоторые даже говорят, это временно, это не навсегда, как бы образование. И отсюда вопрос есть. Вот от каждой страны там есть министры, да, так называемые члены ЕК, это или как бы правительство, но она недонациональная, но орган, который в зависимости от квоты страны защищает интересы. И вот мы сейчас видим, что вот в странах ЕАЭС большая критика есть. Вот касательно Кыргызстана, да, вот мы члены ЕАЭС, но таких больших преференций, больших каких-то шагов мы не видим, потому что представители Кыргызстана должны защищать национальные интересы Кыргызстана. Да? Сегодня понятно, что новая власть пришла, и надо как бы менять этих министров, часть из них поменяется, потому что и представитель Кыргызстана должен соответствовать требованиям. Вот, Виктор Евгеньевич, у меня к вам такой вопрос. Вот, как с этим состоит? У нас есть и кандидаты на эти возможности, вот, чтобы действительно понимать, что происходит в рамках ЕАЭС на национальном уровне, потом помогать своей стране двигаться, ну и всю ЕАЭС структуру поднимать. В 2019 году Кыргызстан принимал Евразийский форум госрезиденции, было очень так все хорошо организовано, такая была представлена площадка, было много гостей, в общем-то и премьер-министр выступал, и министры были. И как член Общественного совета Министерства экономики я тоже вошел на этот форум, да, представлял, ну, как бы участвовал. Он был трехдневный, было. И мне так было интересно, я записался во все секции. Было много секций, там и финансовая, и производственная, и как бы внутреннего, да, характера по документации. Вы знаете,
Я ожидал от этого форума прям большего. Я думал, будут какие-то действительно серьезные инфраструктурные проекты обсуждаться, что Кыргызстан, принимая, да, ЕАЭС, что-то предложит такое, какие-то шаги, да, тем более на своей территории можно было очень много попросить и какие-то конкретные сделать предложения. Но вы знаете, это все прошло больше на уровне такой формальности. Вот у меня сложилось такое впечатление. С чем это связано? Мне кажется, неготовностью конкретных людей, которые представляют Кыргызстан в ЕАЭС, или, может быть, непониманием, или, может быть, нежеланием даже, сделать конкретные предложения. Сейчас в ЕАЭС ставится такой вопрос, основной вопрос. Это индустриализация производства. Потому что раз есть огромный рынок сбыта, то давайте этот рынок сбыта насыщать. Получается, у нас очень много экспортных, импортных товаров, которые потребляются. Их вполне можно производить с такими же затратами по такой же цене на территории ЕАЭС. Тем более есть кадры, есть подготовленные и рабочие, и в общем-то, площадки, где можно это организовать. Просто необходимо государственное мышление. В том же Кыргызстане. Вот ЕАЭС 5 лет. Скажите, какие производства серьезные были открыты на территории Кыргызстана за это время? Ну, так скажем, с участием ЕАЭС. Той же России, того же Казахстана. Мне кажется, даже Министерство экономики, конечно, они найдут что-то, но не дадут такого ответа. А потому что практически нет. Как мы варились в своем соку, так и варимся. Да, мы дали возможность нашим трудовым мигрантам более комфортной жизни, работать, зарабатывать. Решили вопрос с их пенсиями, с медицинским обслуживанием. Да, это тоже очень хорошо. Это правильно. Но речь-то идет о том, что Кыргызстан должен развиваться. Если у нас ВВП $1300 на человека, повысить жизненный уровень никак по-другому нельзя, если у нас не производятся товары и услуги. В конце концов, это потом распределяется в виде тех же самых налогов, заработных плат, пособий, пенсионных отчислений и так далее. И сейчас можно сказать что, в общем-то, наверное, представители Кыргызстана не в полной мере справляются с поставленными на них задачами. Ну, у нас сложилась такая тенденция, что в Кыргызстане поехать, вот, представлять Кыргызстан где-то за границей, это как почетная ссылка. Поехать на определенный срок, получать заработную плату, иметь служебный автомобиль, служебную квартиру, такую хорошую работу, так скажем. Жить в столице, да? Да. Но результат этих работ да нет, мы же с вами здесь, мы же это видим. Сейчас надо бить во все колокола. Что такое для России, там, допустим, определенная сумма в долларах для развертывания какого-то производства? Надо включаться в глобальную кооперацию. Ну, обратите внимание, Соединенные Штаты Америки, да тот же Apple, где он производится? iPhone в Китае. Допустим, та же самая Tesla. Производство этого автомобиля разбросано по всему миру, а собирается в Штатах. То же самое говорить о авиастроении. И в России тоже. Россия большая, для них как бы вот эти километры, которые есть, они нормально к этому относятся. И Кыргызстан вполне может войти в глобальную кооперацию в том же самом ЕАЭС. Но для этого представители наши должны бить во все колокола. Но в Кыргызстане есть такие представители, вот, кто могут защищать национальные интересы Кыргызстана? Ну, во-первых, опыт имеющий. Люди должны иметь понимание об экономике Кыргызстана, о ее возможностях, о ее финансовых составляющих. Потому что без этого невозможно. Ну, например, я даже порадовался одно время, в 2019 году я прочитал, опять же, по-моему, Тазабек на новостном портале
что вот делегирован в состав ЕАЭС Кожевшев Арзабек Орузбекович. Я, честно говоря, обрадовался, потому что, опять же, будучи работая в общественном совете Министерства экономики, я знаю, что этот человек владеет информацией, понимает в экономике, помимо этого он занимается и наукой, доктор наук, доктор экономических наук, и в Минфине. То есть есть представление и об экономике, и о финансовых возможностях Кыргызстана. Все, думаю, назначились, наконец-то человек будет работать, будет что-то делать. Раз переиграли, поехал другой. Я не знаю этого человека, не могу сказать, хороший он человек или плохой человек. Наверное, он профессионал, конечно же. Но, опять же, где результаты? Где результаты? Это же не просто сидеть в кабинете и подписывать какие-то документы. Представлять. Надо стучать в закрытые двери. Опять же, в той же Казахстане, в той же Москве, в Первопрестольной. Уважаемые, мы члены ЕАЭС. Вы же хотите, чтобы мы были с вами. Нам это выгодно. Давайте, что-то сделайте для нас. А у нас, наоборот, сворачиваются проекты. Камбарата свернулась. Это же тоже рабочие места, это тоже инвестиции, это тоже производство той же электроэнергии. Да, санкции. Ну. Спасибо, Виктор Евгеньевич. Аскар Жолшбекович, ваше мнение? Очень коротко. ЕАЭС для выживания Кыргызстана в период пандемии, в период экономического кризиса для нас он жизненно важен. В ЕАЭС существует множество своих проблем. Множество проблем, в которых и эти проблемы, они сильно бьют по Кыргызстану. Поэтому нашим представителям не надо никакие двери даже стучаться. Им дано в полномочиях участвовать в формировании повестки дня, высказывать позицию Кыргызстана и отстаивать эту позицию. Но если Казахстан заявил, когда в период принятия председателя, что одним из приоритетов является введение принципа меритократии, то есть членам коллегии ЕАЭС, чтобы направлялись люди достойные, соответствующим квалификации. Ну а для Кыргызстана, кроме этих требований, еще очень огромное значение имеет, чтобы наши представители не имели конъюнктурных взглядов. То есть, когда в жизни, в обывательстве, зачем мне вносить, зачем мне кому-то плохим выглядеть? Просто инструмента отчетности нет, инструмента для своей страны, что сделал, нет. Ну, соответственно, вот отсижу свои 5 лет, буду хорошую зарплату получать, ну и все. Поэтому в этом отношении, конечно, безусловно, от Кыргызстана должны быть назначаться люди, которые знают, мало того, что знают, которые умеют высказывать эти позиции. Ну вот как разговор зашел об Арзабеке Кожевшеве. Он в период, когда шел вопрос по ТЭЦу, он, будучи замминистром финансов, он написал отрицательное заключение, несмотря на все кривые взгляды со стороны власти 7-го этажа. Это в период президентства Атамбая, всесильности Сапар Исаков. Вот то есть, как человек, он занимает государственную позицию. Вот человек, вот таких людей, действительно, которые бы отстаивали бы. А сегодня, к сожалению, вся эта повестка дня ЕАЭС, обсуждаемая, она проходит без участия Кыргызстана. Это вот, как мы говорим, мы не знаем, там, кто наши представители сидят. Хорошие, плохие не собираемся судить. Но за все эти годы мы не внесли ни одного вопроса. Ну, повестку дня. Повестка дня, чтобы обсудить. Ни одного вопроса. Хотя шли большие противостояния между Белоруссией и Россией. Казахстан выставил свои требования. Мы все время отмалчиваемся и все время смотрим и молчим. Молчим. Вот это надо прекращать. Это действительно для нас жизненно необходимая вещь. Тем более, есть, вы знаете, из жизни практики, если не заявляешь свои требования, не говоришь, то значит тебя устраивает, да, все это получается. Ну давайте все-таки, я думаю, что как мы Кыргызстан, как член ЕАЭС, как суверенное государство, мы будем учиться, и вот то, что ваше мнение, мы учтем. Спасибо вам большое, на этом наша программа завершилась. Мы говорили об Иране, говорили о ЕАЭС возможностях, каких проблемах и возможно вступление Ирана в ЕАЭС. На этом программа «Саясат Хасайхат» завершилась. До свидания.